Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В городах и районах республики стартовал первый республиканский фестиваль «Хлеб всему голова». Инициатором выступает торгово-промышленная палата республики. Для чего проводится этот фестиваль? Какой хлеб самый вкусный и полезный? Какие добавки могут быть вредными, а порой даже опасными для здоровья? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это генеральный директор Якутского хлебокомбината, эксперт фестиваля «Хлеб всему голова» Светлана Конокытова. Светлана Тарасовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько за последние годы изменилась культура потребления хлеба, потому что высказываются экспертами всевозможные мнения, вплоть до того, что хлеб чрезвычайно вреден для здоровья, его кушать не нужно. Кто-то говорит, что наоборот, хлеб, как говорится, всему голова. По-прежнему является хлеб главным блюдом на столе у россиян и у якутян в частности? Ну, конечно, да, хлеб на сегодня у нас является ежедневным потреблением нашего населения, да, он у нас ежедневно продается, этот хлеб, но при этом вот в последнее время пошла такая тенденция, что как бы негативное отношение к хлебу, да, все мы пытаемся там худеть, все оздоровиться, да, но при этом наоборот у нас получается это хлеб, это есть углеводы, то есть в рационе человека на 50% должен составлять ежедневный рацион из углеводов, да, если ты правильно потребляешь эти углеводы, соответственно, ты не толстеешь в данном случае, да, но при этом концепция государственной политики в части здорового питания такова, что 50% вырабатываемого хлеба по Российской Федерации должны быть обогащенными и специализированными. Что это означает? Обогащенные — это значит, они должны быть с какими-то добавками, да, минеральными добавками, компонентами, должны быть специализированными. Это означает, что там отдельно выпускаться хлеба для аллергиков, отдельно выпускаться хлеба для молодежи, для детского как бы нашего населения, да, республики, и для взрослого населения. Вот таким вот образом, да. И поэтому на сегодня мы, торгово-промышленная палата, вот, начиная с 14 числа проводит фестиваль «Хлеб всему голова», да, целью которого будет являться именно подача информирования населению, да, чтобы население наше знало, да, что такое хлеб, да, историю хлеба, откуда хлеб он вообще возник, да, какие там определенные качества есть, да, культура потребления данного хлеба, она, какая она должна быть, да, но и при этом мы объединяем, конечно, всех наших хлебопекарей ну, как бы в одну территорию, да, для того, чтобы пообщаться, обменяться там с опытом, да, проблем, конечно, у нас очень много тоже у хлебопекарей, вот, и в том направлении вот работа сейчас вот идет. А если мыслить географически, то есть ли какая-то информация, какой регион у нас в России или какая группа регионов в России больше потребляет хлеба или меньше, и с чем это связано? Да, это действительно такое и есть. И мы, особенно северяне, мы, учитывая наши климатические условия, мы больше потребляем, чем наши другие регионы России. Да? Вот. И даже вот, если взять вот статистические данные, городское население и сельское население, они потребляют тоже, по-разному потребляют. Вот если взять статистические данные, у нас в нашей республике за последние 5 лет у нас потребление сельского населения хлеба, оно на 9,3% оно увеличилось. А городское население, оно более подвержено изменению как бы структуры питания, да, то есть модные оно новые осталось, тенденции да, какие-то. новые тенденции, да, как бы на одном уровне осталось, да. Но при этом тоже интересно, да, как бы Улус от Улуса тоже отличается. Есть такие вот районы, которые у нас кушают чисто белый хлеб, да, а есть районы, которые кушают очень активно черный хлеб кушают, да. Ну, такие города это уже получается. Город Якутск, например, он потребляет и белые хлеба, и черные хлеба, да. В сторону там Мирного идти, там, допустим, там черные хлеба очень хорошо кушаются, да. Ну, вот в таком вот география, в общем, сказывается, да. Ну, если говорить о фестивале, расскажите, кто участвует и для чего он проводится? Участниками данного фестиваля будут являться все желающие хлебопекари, хлебозаводы, потому что мы на первом этапе проводим с торгово-промышленной палатой в рамках Улуса мероприятие по определению там главного хлебопекаря Улуса, да, и на втором этапе у нас будет проходить уже республиканский конкурс «Хлеб всему голова», где мы определим лучшего пекаря в Нижнем Бестяке, который у нас пройдет 14 марта.
16-17 марта далее у нас будут проводиться круглые столы, образовательные какие-то мероприятия будут проходиться, выставка, ярмарка будет, дегустации, где мы будем рассказывать там про новые наши продукты, да, инновационные, какие у нас продукты есть, какие новые технологии есть. Да. И, конечно, мы 16-17 числа, да, приглашаем всех, ну, особенно наших горожан, да, чтобы поучаствовали в данном мероприятии. Будет очень интересное мероприятие, в том числе и культурное мероприятие, да, можете подойти, там, познакомиться с новинками нашими, новыми изделиями, да, вот, дегустации будут. Ну, безусловно, мероприятие, где есть дегустация, не может не быть неинтересным. Скажите, насколько сейчас в республике развит рынок производителей хлебобулочных изделий? Сильная ли конкуренция? Ну, я как в магазинах наблюдаю, это довольно-таки все-таки серьезная конкуренция. И насколько все-таки качественную продукцию выпускают наши предприятия? Ну, рынок на сегодня, он перенасыщен. Открывается очень много хлебопекарей на сегодня, мы это видим, да, вот если взять чисто вот город Якутск, например, да, вот, ну и в Улусах тоже открываются пекарни, но формата тоже их тоже достаточно большое количество. Но, конечно, ну как любая конкуренция, она ведет только к хорошему, как бы это мы от него, от этой конкуренции мы что ожидаем, да, мы ожидаем, что наши производители, да, будут идти вперед, да, будут применять там новые технологии, будут там какие-то инновационные нам продукты производить, да, то есть в этом отношении конкуренция, она должна закрыть полностью потребительский спрос нашего населения, поэтому это только плюс. Вот если говорить о качестве, то на крупных предприятиях и официально зарегистрированных, скажем так, контроль ведется непосредственно на предприятии, ну и, естественно, выездные проверки соответствующих органов. Кто контролирует деятельность мелких, порой даже нелегальных каких-то пекарен? Ну вот, например, я могу это вот с примере своей организации сказать, хлебокомбинату в этом году исполняется 80 лет. Ну, естественно, за эти годы налажена своя инфраструктура, своя логистика, да. У нас имеется собственная лаборатория и контроль качества, да. Но у нас законодательство каждым годом все прозрачнее и прозрачнее становится, да, требования все ужесточаются и ужесточаются, и по этой причине все, включая и крупные, и мелкие предприятия, хлебозаводы, они должны все придерживаться нормативов законодательства, и контроль, конечно, за качеством у нас осуществляет Роспотребнадзор за всеми нами. И за мелкими в том числе? И за мелкими в том числе обязательно, да. То есть, если есть какие-то претензии на качество продукции, то потребитель может смело обращаться в Роспотребнадзор с указанием, где купил, что купил и чье это производство. Да. Если говорить о сырье, откуда поставляется и есть ли в производстве, ну, на вашем примере, местное сырье? Ну вот хлеб, основное сырье хлеба, это, конечно, мука, да, составляющая. Мука в основном всеми хлебозаводами, она привозится извне республики. Республики, да. Почему объясню? Потому что есть, конечно, у нас у некоторых хозяйств сельхозпроизводства свое производство муки, да, но объемы там совсем маленькие, они его вырабатывают с целью собственного потребления, то есть только на свои мини-пекарни, да, а естественно, ну, на наш завод, как нашего формата, естественно, там требуются очень большие объемы. К сожалению, мы пока местной мукой обеспечить эти объемы пока не сможем. Ну, а кроме муки, остальные составляющие? Ну, остальные составляющие, да, мы привозим из республики, это если брать ингредиенты и сырье, да, и что-то мы покупаем здесь, у нас много местного сырья используется, мы работаем и нашими сельхозпроизводителями, это вот касаемо молока, это касаемо вот сливок, яйцо тоже, да, ну, соответственно, мы берем только местные. Ну, скоропорт. Вот так скоропорт. Вот. Да. Один из современных трендов – это продукты с прицелом на якобы правильное питание, которые каждый год стандарты меняются, каждый год появляются какие-то новые тренды. Есть ли такая тенденция именно в хлебобулочных изделиях, в хлебобулочном производстве? Ну вот, как вот я ранее сказала, да, что у нас такая проблема на сегодня существует, да, что если ты хлеб кушаешь, ну как потребитель, например, да, все-таки при правильном питании, при том нормальном поглощении углеводов человек от этого хуже не будет. Да? Ему, наоборот, будет лучше. Почему? Потому что от хлеба, от ежедневного потребления человек в себя впитывает те вот микронутриенты, это вот витамины, минералы, калий, кальций, фосфор, да, в достаточном объеме. Нам хуже от того, что, ну, как бы, что на хлеб положено, да, от этого же хуже наоборот. То есть, если мы переедаем какие-то жирные вещи, да, если мы переедаем какие-то там жареные вещи, ну, соответственно, мы от этого и толстеем.
Вот таким вот образом, да. Но учитывая данную тенденцию, да, если брать вот наши предприятия, в последнее время мы замечаем, что у нас хлеба из ржано-обдирной муки, ну, то бишь черные хлеба, да, они стали очень хорошо продаваться, да, люди покупают, естественно, да, вот такие хлеба они очень хорошо берут. У нас выпускаются вообще по городу Якутске, если брать, ассортимент же очень большой, да, то есть из этого ассортимента человека, который занимается здоровым питанием, выбрать там большого труда не стоит. Это всевозможные 7 злаков. Да, это разные там добавки там могут быть, да, могут быть там разного там формата, весовка там меньше, больше там может быть, да, то есть это на любой вкус у нас на сегодня большой ассортимент наших хлебопекарей. В этом отношении каждый год они ассортимент расширяют. Вот, кстати, о добавках. Какие добавки, применяемые в производстве и изготовлении хлеба, могут быть вредными или даже опасными для здоровья? Ну, мало ли, что-то пошло не так. Но если брать хлеб, то хлеб это скоропорт, да, хлеб это имеет жизнь там 1 сутки, да, в упаковке имеет там жизнь там 3 суток, да, вот. А консерванты, они появляются в таких вещах, где, то есть, где срок хранения длительный, да, то есть, если мы видим там на наших полках наших торговых точек хлеб, скажем, там извне республики Новосибирск, там Владивосток, там Санкт-Петербург, может быть, да, это надо думать, что там консерванты. Почему? Потому что, ну, долгие сроки хранения. Обычно применяются, когда, ну, это допускается, но при этом это применяется, когда производитель хочет там продлить срок, да, или какие-то вкусовые качества улучшить. Вот такие улучшители тоже имеются, да, но при этом потребитель, когда покупает, он обязательно должен смотреть на этикетку, что там написано, потому что по требованиям законодательства мы там все полностью прописываем, да. Ну и, конечно, если там отсутствует этикетка, то требовать до продавца сертификат. Но вот после покупки хлеба в магазине, в течение какого времени его уже нужно обязательно употребить и когда уже лучше выбросить? Ну вот в упаковке хлеб 3 суток, а без упаковки это вот 1 сутки. Ну, сейчас хлеб продается, да, в нашем магазине в упаковке, да, ну 3 суток, да. Вот придя в магазин, как на глаз можно определить, что хлеб свежий, хороший, вкусный и полезный? Ну, на глаз это вот органолептические показатели, да, как бы по внешнему виду определить, да. Человека, конечно, сложно определить. Для этого надо еще продегустировать данный хлеб, а потом уже, да, вкусовые качества, тебе нравится, не нравится, да. А химические там показатели, ну, никак человек не оценит, вот, поэтому тут надо, ну, как себе застраховать, брать у проверенного производителя. Ну, вот так вот можно посоветовать. Я благодарю вас за беседу, желаю успехов в проведении фестиваля и успехов вашему предприятию. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был генеральный директор Якутского хлебокомбината, эксперт фестиваля «Хлеб всему голова» Светлана Конокытова. До встречи в эфире.